Уважаемые коллеги, добрый день. Здравствуйте. Сегодня мы собрались в широком составе. В повестке немало важных вопросов. Наша встреча обещает, во всяком случае, я надеюсь, будет насыщенной и, убежден, плодотворной. Тем более, что состав Совета значительно обновлен. Представляет практически все направления культурной сферы страны. Я рад приветствовать наших новых коллег. Рассчитываю на ваше активное и содержательное участие в решении задач, которые стоят перед Советом. Сегодня День работника культуры. Поздравляю вас и всех, кто трудится на этом поприще. И благодарю за преданность своему делу, призванию. Деятели культуры – это не только известные звезды первой величины. Это десятки тысяч сотрудников библиотек и домов творчества, музеев, театров и сельских клубов, детских школ искусств и профильных вузов. Тех, кто хранит, развивает и передает бесценные знания об истории и традициях нашей страны. Для сферы культуры в последние годы много, мало, но я позволю себе сказать, кое-что сделано. Во всяком случае, существенно расширена гуманитарная составляющая процесса образования. Новые возможности обрела наша уникальная отечественная система подготовки художников и музыкантов. Обеспечена масштабная грантовая поддержка проектов творческих деятелей, в том числе молодых, начинающих. По итогам нацпроекта «Культура» построено и модернизировано свыше 3200 учреждений. Эта работа продолжится в рамках нового национального проекта «Семья». Вместе с тем, я прошу правительства обратить внимание на возможность и наших других долгосрочных программ развития. Прежде всего, нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Необходимо учесть задачу создания разветвленной сети учреждений культуры. И при формировании мастер-планов наших городов и поселков, при подготовке проектов комплексного развития территорий, предлагаю включить показатели обеспеченности территории учреждениями культуры в региональные нормативы градостроительного проектирования, а также проработать возможность внедрения механизмов льготного кредитования инвесторов, готовых строить и реконструировать культурно-досуговые объекты. Инфраструктура в сфере культуры должна быть достаточно и по количеству, и по смыслу, содержательно по смыслам и доступно всем гражданам, вне зависимости от места проживания и уровня доходов. Люди должны с детства иметь возможность, что называется, встречаться с культурой. И не только в СМИ, в интернете, профильных учреждениях. Важную роль здесь играет территория, где живет человек, ее облик и обустройство, в том числе состояние объектов культурного наследия, здания и кварталы, имеющие историческую, архитектурную, художественную ценность. Такие объекты есть практически в каждом российском регионе, городе или поселке, в наших сельских территориях. Все они не только память о наших корнях и традициях, предмет нашей национальной гордости и источник вдохновения. Это ресурс духовного и даже экономического развития регионов и страны в целом. Но достаточно упомянуть, что с возрождением наследия связано успешное развитие туризма. А это значит и развитие малого и среднего бизнеса, и создание новых рабочих мест. Еще раз повторю, культура напрямую влияет на решение многих вопросов социального и экономического характера. И прежде всего на задачи воспитания подрастающих поколений граждан, которым предстоит определять будущее России. Мы должны сделать все, чтобы помочь молодежи пронести через всю жизнь и передать своим детям любовь и уважение к Отечеству, его героям, истории и культурному наследию. Считаю это важнейшей миссией нашего Совета. В целом, партнерская работа государства и общества. Давайте перейдем к повестке дня. С удовольствием передаю слово Карину Георгиевичу Шахназарову. Пожалуйста, Карин Георгиевич. Здравствуйте, уважаемый Владимир Владимирович. Здравствуйте, уважаемые члены Совета. Я попытаюсь быть
максимально лаконичен. Есть несколько пунктов, которые хотелось бы изложить вам. Это уже результат обсуждения, то, что я скажу, нашим советом, каких-то идей, которые предлагаем вашему вниманию. Но прежде всего такого организационно-функционального, что ли, плана. Значит, мы предлагаем Совет при президенте Российской Федерации по культуре и искусству переименовать в Совет при президенте Российской Федерации по культуре. Ну, мысль очень простая. В общем, искусство является частью культуры. Культура – это более широкое понятие, поэтому, по нашему мнению, в общем, более логично называть его по культуре, и более, наверное, это и по грамматике более правильно. Следующий вопрос, который тоже такого организационного плана, который тоже обсуждался нами, и мы, в общем, единогласно пришли, в общем, к этому решению. Естественно, вы будете решать окончательно, насколько это целесообразно. Но прежде всего я хочу поздравить, здесь присутствуют уважаемые лауреаты премии президента, и, конечно, это очень почетно. И как раз в связи с этим вот у нас такие возникли предложения. Предлагаем наделить правом выдвижения на премию президента России, которым сегодня может воспользоваться любой, исключительно членов Совета и лауреатов Госпремии России. А мы, в общем, столкнулись, что несколько-то хаотично происходит. И, в общем, учитывая, что сегодня Совет по культуре, в Совете по культуре представлены вообще-то действительно выдающиеся художники, мастера, которые представляют самые разные сферы культуры, нам показалось, что гораздо более будет ответственно, если именно они будут представлять кандидатов на премии президента Российской Федерации. Это касается только вот этих двух премий, которые вы сегодня вручали. Так сказать, лауреаты госпремии, госпремии сохраняют тот порядок, который есть. То есть члены Совета и лауреаты госпремии имеют право представлять на премии, которую вы сегодня вручали. Вот такое предложение, насколько там оно вам будет приемлемо, вы решите. Еще одно предложение по премиям. Подкорректировать название одной из премий президента Российской Федерации, премию президента Российской Федерации в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества, переименовать в премию президента Российской Федерации в области культуры за произведения и проекты для детей и юношества. За произведения и проекты. С чем это связано? Прежнее название более узкое. Получается, что претендовать на премию могут только творцы. Но ведь есть еще те, кто созданные писателем или художником произведения доносит до широкой аудитории, делает достоянием общества. Издатели, библиотекари, организаторы выставок. И новая формулировка этот недочет устраняет. Вот такого организационного плана предложения для вас, а вы, так сказать, уже решите, насколько целесообразно их принимать или нет. Третье, я бы хотел обратить ваше внимание на смену темпов, принципов работы Советов. Она заметно активизировалась. И, на наш взгляд, действительно в Совете сегодня присутствуют художники, мастера культуры из самых разных областей и, в общем, с огромным опытом, с огромным художественным влиянием. И нам кажется, что Совет по культуре при президенте Российской Федерации мог бы более широко освещать. Я так понимаю, что наша основная задача, прежде всего, знакомить вас, президента Российской Федерации, с теми тенденциями, которые происходят в культуре. А российская культура – это явление большое, сложное. И в этом смысле, конечно, и в определенном степени высказывать какие-то свои позиции, опять согласовываясь с вашим мнением по поводу того, какие тенденции надо поддерживать в культуре. Разумеется, Совет при президенте Российской Федерации, на мой взгляд, на наш взгляд, не должен дублировать
органы власти, Министерство культуры и другие органы власти, связанные, работающие с культурой. Но какое-то, мне кажется, более активное участие в делах культуры, на наш взгляд, Совет мог бы выполнять. Ну, в этом смысле, я думаю, что нам, конечно, всем интересно было бы узнать ваше мнение, что конкретно в большей степени вы хотели бы, чтобы Совет помогал вам в этой области. Ну и последнее, о чем я не могу уже не сказать, я дважды с вами на этот счет имел беседу, один раз на Совете по культуре, другой раз в нашей личной беседе, если вы помните, мы говорили о том, и насколько я помню, вы поддержали эту идею введения в школьную программу, обязательную школьную программу кинематографа. Прежде всего, конечно, нашего классического кинематографа. Я думаю, что это очень важная все-таки идея, которая будет способствовать и художественному, и патриотическому воспитанию нашей молодежи, учитывая, что, прямо скажем, кинематограф, для меня, человека, в общем, выросшего на литературе, может быть, это и не так уж, но действительно это сегодня важнейшее искусство, которое оказывает колоссальное, огромное влияние сегодня на наше общество и прежде всего на молодежь. Поэтому все-таки, мне кажется, это правильно было бы сделать, и вы поддерживали эту идею. Но пока это как-то вот так вот никак не реализуется. Ну, хотелось бы, чтобы все-таки это было в какой-то степени, подтолкнули эти решения. И здесь, конечно, очень важно, чтобы это было именно кинообразование. То есть я имею в виду, в школе проходят литературу, понимаете, Пушкина, Гоголя, Достоевского. То есть это не вполне развлечение, поэтому мы должны относиться к кинематографу как к способу именно образования нашей молодежи. И в этом смысле очень важно, конечно, и я вот наблюдаю, там сейчас очень много дискуссий, разные министерства готовят список фильмов, которые должны быть показаны. В свое время Владимир Ростиславович готовил такой список. И это тоже вызывает какие-то дискуссии. Мне кажется, важно, чтобы Совет по культуре все-таки принимал участие в утверждении, формировании такого списка, тем более, что в нашем Совете вообще выдающиеся кинематографисты, и так сказать, вот и Михалков сидит, и прекрасные знатоки кино, так сказать, и Константин Эрст, Олег Добродеев. То есть, мне кажется, что если бы в рамках, да и другие, в рамках нашего Совета была бы создана какая-то комиссия, которая бы тоже принимала участие в формировании 100-150, может быть, фильмов, которые бы были показаны в школе именно в качестве обязательной программы. Мне кажется, важно это тоже не бюрократизировать, поскольку все-таки это очень такой важный момент. Прямо надо сказать, что большая часть молодого поколения, она выращена не на российском кинематографе и уже не на советском. И, как говорится, это тоже становится проблемой, потому что все-таки кинематограф сильно влияет на воспитание и на формирование мировоззрения молодого человека. Поэтому мне казалось бы, чтобы было важно, чтобы это тоже в результате было подчеркнуто, необходимость вообще форсирования создания такой школьной программы, введения в школах. Тем более, в общем, технически это не так сложно. Сегодня можно и кинотеатры домашние оборудовать в школах и подготовить людей, которые будут как-то вести эти программы. Во всяком случае, мне представляется необходимым как-то форсировать вообще этот процесс. Ну вот, пожалуй, так в быстром режиме все, что я хотел вам сказать. Спасибо за внимание.
Спасибо, Кайрат Георгиевич. По поводу школьной программы, конечно, нужно все внимательно посмотреть, взвесить, со специалистами поговорить. Ну, все, что вы сказали, все, конечно, заслуживает самого пристального внимания. Вместе с тем хочу отметить, что кинематограф мы продолжали в прошлом году поддерживать, оказывать ему всестороннюю помощь. Завершено производство 298 национальных фильмов. И запущен в производство 151 национальный фильм. Это практически все при поддержке Минкульта. В прокат вышло 214 российских фильмов. Из них 54 при поддержке тоже Минкульта. Кассовые сборы составили 36 миллиардов рублей. А количество зрителей российских фильмов увеличилось на 10%. Хороший темп, хороший. И аудитория составила 100 миллионов человек. Поэтому движение у нас вперед есть, оно такое заметное. Вот, что касается школы, конечно, это такой очень эффективный, на мой взгляд, способ донести нужную информацию, нужный контент для людей в целом, для молодых людей в частности. Об этом точно нужно подумать. Спасибо большое. Пожалуйста, Иванов Николай Федорович, Союз писателей России. Уважаемый Владимир Владимирович, 27 февраля состоялся съезд Союза писателей России, ставший, по сути, объединительным для всех творческих сил в области литературы. Мы нацелены на это, готовы к диалогу с другими творческими объединениями. Есть то, что мешает. Да. Первое. В стране отсутствует внятное позиционирование как литературы, так и книжной отрасли. С 2004 года проблемы литературы вычленены из Министерства культуры и передали сначала в Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, а через 16 лет Минцифры. В центре мы еще как-то справляемся, а в регионах литературные силы расчленены по разным ведомствам – культуры, печати, управления внутренней политики, национальных отношений и тому подобное. Система взаимоотношений литератор-общество, власть в стране, к сожалению, оказалась разбалансированной. Пути решения. Необходимо вернуть все, связанное с литературным процессом, под эгиду Министерства культуры. Это вопросы книгоиздания и их продаж, литературных фестивалей и премий. Писатели должны работать в тесной связке с художниками-иллюстраторами, драматургами, киносценаристами, оставшимися при Минкультуры. Книга должна вернуться из цифры в букву и в культуру. Второе. Книгоиздание и книготорговля. Вы, Владимир Владимирович, не раз подчеркивали, насколько важны сегодня книги о героях. Но по количеству книжных магазинов Москва проигрывает уже всем европейским столицам, а в том же Новокузнецке в 2024 году работало всего 3 книжных магазина, в Томске 4, в Ханты-Мансийске 1. Да, на культуре не зарабатывают, с ней ровно все наоборот, это она обогащает. Книжные же магазины с арендой по коммерческой ставке не выживают, если не аффилированы с издательствами. Но это уже не честная конкуренция, а монополия на книгу. Пути решения. В 2019 году Госдума в первом чтении приняла законопроект Минкультуры, разрешающий организациям культуры, библиотекам, музеям представлять в аренду часть своих свободных помещений для размещения там книжных магазинов. И не только, кстати, учреждений культуры. Но после первого чтения к законопроекту больше почему-то не вернулись. Может, законодатели все же дадут ему вторую жизнь? Вопрос об издательствах. В стране осталось единственное государственное издательство «Художественная литература», которое сейчас практически не функционирует. Убеждены, для пользы общего дела его можно и нужно вернуть Союзу писателей России, чтобы на его базе мы могли издавать первую книгу молодого автора, книги и журналы для детей и юношества, книги о героях СВО и так далее. Третий вопрос. Образование в области литературы. Только что состоялся выезд молодых писателей на Донбасс. Десятки членов Союза писателей России воюют на фронте. 8 писателей погибло, 1 пропал без вести. В наших рядах 3 героя России. Говорю об этом, чтобы развеять сложившееся в обществе мнение, будто культура сбежала из страны.
Мы ищем творческих людей среди участников спецоперации, провели 4 фронтовых набора в Союзе писателей из числа тех, кто начал заниматься творчеством на фронте. Однако этого недостаточно. Сегодня все большую значимую роль в области высшего литературного образования должен играть Литинститут. В 2014 году распоряжением правительства он был передан Минкультуры, что очень разумно. И сегодня из его стен должны выходить мастера, сопоставимые с именами Юрия Бондарева и Бориса Васильева, другими представителями лейтенантской прозы. Мы видим, как успешно действует программа «Время героев», запущенная Сергеем Владимировичем Кириенко по подготовке управленцев нового формата. Почему не перепрошить таким же образом работу Литинститута, чтобы он стал нравственным и творческим ядром будущей литературы, открыл возможности в том числе и для писателей-фронтовиков? Убеждены, у института должен появиться наблюдательный совет, утверждающий ректора и образовательную программу, осуществлять в определенной степени кадровую политику. Формировать совет совместно с Министерством культуры должен и Союз писателей России как главное литературное экспертное сообщество страны. Для этого необходимо поручение о внесении изменений в положение Устава Литературного института. Уже сейчас мы совместно с Институтом исторической памяти, Российским военно-историческим обществом приступили к работе над многотомником о зверствах нацистов как в годы Второй мировой, так и в период проведения СВО. В том числе и для этого нам нужны возможности, о которых я сказал выше. Поэтому резюмирую. Для кратного усиления нашей творческой работы прошу рассмотреть возможность и вернуть Союзу писателей России издательство «Художественная литература», всю литературную отрасль передать в ведение Министерству культуры, где уже находится институт, в работе которого мы должны принимать самое активное участие. Завершая выступление, от имени писателей России хочу выразить искреннюю благодарность за ваше распоряжение о возврате Союзу писателей России имущества и, в определенной степени, организационных и финансовых возможностей, которыми обладал Союз писателей СССР. По сути, впервые за 30 лет у писателей ничего не отобрали, а дали, да еще 2 руками. Это беспрецедентное решение прорывного действия, дающее литературному процессу надежду на развитие, а в регионах четкие ориентиры. Мы испытываем не только удовлетворение от внимания государства, но и осознаем меру ответственности за него. Потому что 13 лет назад уже проходило литературное собрание, на котором планировалось объединить все писательские силы страны. К сожалению, тогда этого не случилось, а союзы и ассоциации стали плодиться в еще большем количестве. С началом СВО они вдруг затаились. Мы же сделали заявление в поддержку армии и о своей позиции государственников. Сейчас, вновь запуская объединительный литературный процесс, подтверждаем, в России 3 союзника – армия, флот и Союз писателей России. Вместе с Советом по культуре и искусству. Спасибо. Спасибо большое. Ольга Борисовна, можете прокомментировать? Я убеждена, Владимир Владимирович, дорогие коллеги, я убеждена, что литературный институт, конечно, готов к сотрудничеству и с радостью будет взаимодействовать с Союзом писателей. Более того, это, возможно, новые перспективы и для будущих писателей, для ребят, которые там учатся. Это великолепное намоленное здание в самом центре Москвы, и я уверена, что это впереди нас всех ждет плодотворное сотрудничество. Понятно. А с точки зрения передачи в ваше ведомство, я попрошу потом и Татьяну Алексеевну тоже высказаться, всего, что связано с книгой. С точки зрения издательского дела, действительно, Министерство культуры в полномочиях наших нету этих обязанностей. Мы контролируем наши выдающиеся 8 библиотек, и благодаря национальным проектам реконструируем, реставрируем, модернизируем наши библиотеки в регионах. Компетенции у нас есть, но, конечно, нужны согласования и совет с нашими коллегами из Минцифры, поскольку у них, мне кажется, свой также есть план по развитию этой отрасли. Татьяна Алексеевна, а вы как думаете? Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, ну, конечно, литература – это часть культуры, по большому счету, но и, конечно, так, по логике всех процессов и действий это должно быть в Министерстве культуры. Но
было в свое время принято решение при реорганизации Роспечати, что эта часть уходит в Министерство цифрового развития и связи. И здесь, наверное, нужно нам с коллегами отработать, потому что, как справедливо сказала Ольга Борисовна, наверное, у них есть какие-то там свои планы. И при вашем поручении, конечно, мы это отработаем и вам доложим наше предложение. Да, давайте так и сделаем. Потому что, конечно, у России не только армия, флот и литература, но и кинематограф тоже, это наш союзник. Да, достаточно посмотреть фильмы о войне, и будет очевидно, что это так и есть. Ну и многие другие виды искусства. Ну а музыка разве нет? Достаточно вспомнить Шостаковича и его симфонию в блокадном Ленинграде. Вот, поэтому, конечно, ну, это все союзники нашей страны, России, но практически вопросы организационного характера давайте пообсуждаем. Я соответствующее поручение подготовлю и попрошу вас тоже с председателем правительства посоветоваться, поговорить дальше. Спасибо большое. Так, пожалуйста, Дмитрий Олегович Швидковский, Московский архитектурный институт. Уважаемый Владимир Владимирович, архитектура – это тоже культура, но культура в металле, в камне, и она на века. Как Петербург, главное для архитекторов творческое достижение за всю историю России. И сегодня нам это очень важно, и необходимо установление статуса зодчества как деятельности именно творческой. И как следствие создание условий для защиты прав и заказчиков, и архитекторов, граждан от непрофессиональной деятельности. Чтобы без подписи и авторского контроля архитектора города ничего нельзя было построить. Тогда мы получим разумный баланс в этой области, или мы будем зависеть от личного вкуса конкретного чиновника. Стратегические задачи являются регулирование архитектуры и градостроительства как профессиональной творческой дисциплины на государственном уровне. И для этого очень важно расширение конкурсной системы проектирования, то есть выбора лучших архитектурных решений, а не наименьшей цены, как это сейчас часто происходит. И, конечно, определение авторских прав архитекторов, выигравших конкурсы. Кроме того, поддержка архитектурного образования как не только технического, но прежде всего художественного, с опорой на классические его российские формы, признанные эффективными и уникальными во всем мире. Вот такое положение может быть высказано. Архитектор города должен быть независим как судья. Возможно, избираться депутатами, но не назначаться и не подчиняться стройкомплексу. Это и есть судья в масштабах города и, наверное, истории. Будущие поколения будут судить нас по тем зданиям, которые мы им оставим, и тому, что мы сохраним из вековой красоты городов и сел России. Мы часто слышим выражение «Нарышкинское барокко», «Елизаветинское барокко», «Екатерининский классицизм», «Николаевский классицизм». А что останется после нас? Эпоха человейников. Какими выражениями и эпитетами будут характеризовать архитектурное наследие нашего времени? Хотелось бы, чтобы положительными. И время наше, и страна наша, кажется, этого заслуживают. Хотел бы просить вас поручить Совету разработать проект указа о повышении роли архитектора в реализации государственной политики по сохранению и развитию самобытности отечественной архитектуры и градостроительства. Мы готовы работать над проектом этим указом, чтобы представить его вам. Спасибо. Хорошо, спасибо большое. Современные способы строительства, современные материалы, конечно, дают возможность для творчества совершенно особого рода. Ну, все, каждая эпоха, вы правы, оставляет что-то в памяти народной надолго. И так называемая сталинская застройка, и, как в народе говорят, хрущобы и так далее. Все это с нами живет до сих пор. Вот. От чего-то приходится избавляться. Вот на Москве какой большой проект реновации жилья. Вот очень бы хотелось, чтобы и вот этот проект, и другие подобные, да и просто новое строительство, чтобы оно действительно оставалось
и шло с поколениями в будущее, но оставалось как память о нашей эпохе. Я услышал то, что вы сказали. Спасибо большое. Вот, и, конечно, что касается защиты от непрофессиональной деятельности, это тоже очень важно. Знаю это еще по Питеру, там у нас были строгие решения, которые стояли на страже принятия непрофессиональных решений и сохранения наследия, которое досталось от прошлого. Спасибо. Пожалуйста, Эдгард Вальтерович. Здравствуйте. Большой спасибо. Московский государственный цирк на проспекте Вернадского. Пожалуйста. Спасибо вам большое. Владимир Владимирович, спасибо большое за предоставленную возможность. Позвольте мне, как человеку, посвятившему себя работе в цирковом искусстве, обратить ваше внимание на несколько важных вопросов, касающихся нашего вида деятельности. Знаете, практически сразу после окончания обучения в Государственном цирковом училище 50% выпускников уезжают работать на иностранные круизные лайнеры и всякие там варьете-шоу. Все это происходит из-за отсутствия возможности заключения контрактов еще на этапе обучения будущих профессиональных артистов. И фактически мы бесплатно, а точнее за бюджетные средства, готовим кадры для всего мира, лишая наших собственных зрителей качественных шоу. Для решения этой проблемы я предлагаю разработать и внедрить системы трудовых контрактов с артистами по аналогии со спортом. Это заключение трудовых контрактов еще на этапе поступления и обучения будущих профессиональных артистов. Ведь буквально с первого курса и на достаточно приличный срок. Проработка на законодательном уровне вопросов, связанных с особенностями регулирования труда цирковых артистов. Надеемся на такое поручение. Точно такие же проблемы испытывает наше оперное и балетное искусство. В разговоре со мной это подтвердил народный артист России, ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Максимович Цискоридзе. Знаете, это вопрос не всегда вокруг оплаты труда. Дело в том, что многие недобросовестные люди просто пользуются этой возможностью для того, чтобы обучаться за государственный счет, а в дальнейшем кого-то тянет романтика, кто-то изначально строит планы по переезду. И этим очень хорошо научились пользоваться крупные культурные иностранные площадки и компании, которые, знаете, не сотрудничают с нами напрямую, а просят увольняться артистов, чтобы не компенсировать наши затраты и наше время на их подготовку. Почему я провел аналогию со спортом? Потому что выпускники школы футбольного «Зенита», «Спартака» имеют возможности поехать за рубеж и поиграть за иностранные клубы. Только иностранные клубы будут компенсировать затраты и войдут в прямые отношения со структурами, у которых есть контракт. И здесь же мы работаем по обыкновенному трудовому договору. Я, как директор цирка, естественно, подписываю заявление, и в течение двух недель человек спокойно переезжает или уезжает, куда он хочет, тем самым ставя иногда под угрозу выступления и своих коллег. В моем случае большой воздушный полет, который строится 2-3 года, от одного человека может зависеть работа всех следующих артистов на протяжении следующих лет. Один ушел, и рычагов для удержания этого человека, для отработки, например, контракта, который предусмотрен на следующие полгода, у меня, к сожалению, нет. Это очень важный вопрос, и я еще раз повторю, Цискоридзе вообще предлагает отработку следующих 3 лет после обучения. Николай Максимович такое предлагал. Позвольте продолжить. Хочу отметить, что наш Совет по культуре, благодаря вам, Владимир Владимирович, и назначенному вами Владимиру Ростиславовичу Мединскому, начал совершенно по-другому работать. Многие вопросы мы стараемся решить самостоятельно. Хочу поблагодарить своих коллег. Я собирался поднять эту тему на Совете, но они узнали об этом, и все члены нашего президиума обратились на имя главы правительства с предложением, чтобы по Пушкинской карте можно было бы ходить
И в цирке тоже. На сегодняшний день действия Пушкинской карты не распространяются на цирковое искусство, и наши молодые граждане почему-то могут посещать какие-то частные музеи, музеи мороженого, как это был такой прецедент, коммерческие выставки, а цирки, как главное место, куда исторически ходят всей семьей, до сих пор нельзя. Поэтому хочу сказать большое спасибо своим коллегам. Владимир Владимирович, вы в послании Федеральному собранию указывали на необходимость о расширении программы «Пушкинская карта», и надеюсь, что с вашей помощью это может разрешиться. Ведь это актуально прежде всего для новых территорий, где Пушкинская карта также введена. Цирки играют большую роль в социальной адаптации детей, молодежи к мирной жизни, воспитывают любовь к родине, бережное отношение к животным, обладают высоким просветительским потенциалом и показывают ценность нашей командной работы. Одновременно с этим я предлагаю проработать вопрос о создании на базе домов культуры на новых территориях многофункциональных культурных центров, где можно было бы давать в том числе и цирковые представления. Это поможет сделать культурную жизнь в регионах более разнообразной. Знаете, хочу поблагодарить в вашем присутствии своих цирковых коллег. Уже на протяжении 2 лет работает Луганский цирк, полгода уже как работает Донецкий цирк, и у нас уже выстроилась целая очередь из коллективов, мечтающих побывать на новых территориях и проработать для наших граждан. В завершении хотел бы поднять еще один вопрос, который касается культуры в целом. Речь идет об артистах, которые сразу после начала специальной военной операции уехали за границу, оттуда позволяют себе откровенно клеветнические высказывания в адрес государства, народа, а также в адрес наших вооруженных сил. Многие из них почему-то все еще носят звание заслуженного народного артиста России, были отмечены в свое время высокими государственными наградами, премиями в области культуры. Я предлагаю разработать механизм лишения присужденных государственных наград и званий. Ведь надо защитить высокое государственное звание от дискредитации этими негодяями. И в конце позвольте отметить, что для развития циркового искусства правительством Российской Федерации, в моем случае правительством города Москвы, проделана большая работа, и мы, артисты цирка, благодарим за это. Спасибо большое. Спасибо большое. Вы упомянули про Донецкую Народную Республику, про Новороссию сказали. Вот в 2024 году 20 коллективов из ЛНР, ДНР посетили более 100 городов России от Северного Кавказа до Дальнего Востока. И для них это тоже такая большая возможность творческого роста и возможность познакомить граждан России, проживающих в других регионах, со своим творчеством. Здорово. Но этому будем уделять отдельное внимание. Вот. Что касается расширения возможностей Пушкинской карты, ну, конечно, посмотрим. Посмотрим обязательно. Вот. По поводу людей, которые заканчивают учебные заведения, как вы сказали, бесплатно, а потом уезжают или ведут себя как-то там недобросовестно. Ну, здесь можно административно, конечно, вводить определенные ограничения, обязательства и так далее. Ну, и в каких-то случаях это, наверное, обосновано. Но в целом нужно просто создавать условия для людей, хорошие условия, чтобы у них не было желания никуда уезжать. Это наша задача. Задача государства, которое здесь явно где-то в чем-то не дорабатывает. Задача руководителей различных учреждений, культуры в данном случае. Вот. Чтобы у нас везде все было достойно, на хорошем высоком уровне, и чтобы тиграм мясо додавали, чтобы все было у нас здесь в рамках заявленных нами стандартов и правил. Но тем не менее, за предложение спасибо, обязательно посмотрим. В некоторых случаях это действительно оправдано, вы правы, но только очень аккуратно надо к этому относиться. Спасибо большое. Пожалуйста, Александр Сергеевич Жинский, Российская академия музыки имени Гнесиных.
Уважаемый Владимир Владимирович, в 90-е годы, когда начинался мой путь профессионального музыканта, очень часто шутили. Поступил в творческий вуз, найди себе сразу заранее место в подземном переходе. Очень была большая опасность, что молодой музыкант просто не найдет себе работу. За последние 20 лет, благодаря вашему постоянному вниманию к сфере культуры, конечно, ситуация очень сильно изменилась, и сегодня творческий человек может максимально реализовать свой потенциал. И мы видим постоянно растущий спрос на настоящие таланты в нашей стране. Однако есть и нюансы. И эти нюансы в том числе связаны с ростом числа тех вузов, в которых реализуются творческие программы. И одно дело, когда такие вузы возникают на базе училищ искусств, и совсем другое, когда буквально в любом непрофильном вузе можно открыть творческую специальность только потому, что эта специальность очень востребована и на ней можно заработать. Я не совсем понимаю, как это быть музыкантом, который окончил некий Московский гуманитарный университет или Донской государственный технический университет. А как стать опытным хореографом по окончании Самарского государственного социально-педагогического университета или негосударственного гуманитарного университета? Или как найти себя в профессии актера с дипломом Российского государственного гидрометеорологического университета или Московского архитектурно-строительного института? То есть в результате, вместо того, чтобы сосредоточиться на воспроизводстве тех кадров, которые они обязаны выпускать, то есть метеорологов, строителей, инженеров и так далее, эти вузы заботятся только о зарабатывании денег. И в итоге это влечет просто ужасное перепроизводство никому ни на что не нужных кадров. Последние 12 лет Минкультуры России ведет, не побоюсь этого слова, борьбу с Минобрнауки за свои творческие специальности. Знаю точно, что существовали договоренности в 17-19 годах между министерствами о взаимном сокращении непрофильных специальностей. Я сам был на этих совещаниях, участвовал, поэтому знаю, что это было. И также знаю, что Минкультуры свои обещания сдержала. А Минобрнауки не только не сократила непрофильные для них творческие специальности, но даже увеличила количество выпускающихся из стен этих вузов, таких так называемых творцов. Вместо того, чтобы просто раз и навсегда запретить реализацию творческих специальностей в непрофильных вузах. А ежегодно из этих вузов выходят сотни и даже тысячи вот таких псевдоспециалистов. Просто искалеченных молодых людей с весьма низкой подготовкой, совершенно неконкурентоспособных. И если такие недоспециалисты со своей недоквалификацией не найдут себе работу, ради которой они тратили время и часто деньги, то в условиях такой гиперпроизводства таких кадров мы, конечно, просто создаем потенциал для социальной напряженности. Уважаемый Владимир Владимирович, вот поскольку, несмотря на все совещания, межведомственные заседания, мы так и не можем решить вопрос с запретом реализации творческих специальностей в непрофильных вузах, от лица всего Совета по культуре мы обращаемся к вам с просьбой дать нам соответствующее поручение. Спасибо большое. Да, я с вами в этом смысле полностью согласен. У нас даже наши признанные высшие учебные заведения в этой сфере готовят достаточное количество специалистов, людей молодых и талантливых. И то есть вопросы с трудоустройством, правда? Мы понимаем это. Поэтому уж там, где и когда этим занимаются непрофильные учебные заведения, то здесь нужно с этим точно разобраться. И это поручение, безусловно, будет сформулировано. Большое спасибо. Вы знаете, я посмотрел на состав, еще раз посмотрел на состав нашего совета, и у меня вопрос к Прилепину Евгению Николаевичу, который занимается организационно-техническим центром по работе с обращениями граждан и организаций. Евгений Николаевич, на что хотели бы обратить наше внимание, анализируя работу с этими обращениями?
Ну, есть одна тема очень болезненная. Если уж спросили, то я скажу об этом. Тема ротации тех военнослужащих, которые ушли на фронт раньше всех. Это самая частая тема, самая болезненная тема. И мы уже все слова истратили, которые у нас были на душе, чтобы успокоить матерей, ближайших родственников, жен и так далее. Потому что 3 года без детей, без жен, даже с отпусками, это тяжело. Это тяжело. Понятно. Но вы занимаетесь этим вопросом практически профессионально, знаете, что там происходит. И Министерство обороны над этим думает. И, конечно, этот вопрос стоит остро. И, безусловно, его не забываем. Но исходить будем из реалий, которые складываются на линии боевого соприкосновения. Я, конечно же, понимаю, я сам военнослужащий, я все понимаю. Но, тем не менее, вы спросили, я ответил. Я знаю. Многие из них стали реально профессиональными военными, профессиональными. И уже их никто не называет какими-то там мобиками и так далее. Они полноценные боевые единицы. И они работают как профессионалы рядом со своими боевыми товарищами из профессиональных воинских коллективов, таких как морпехи, как десантно-штурмовые подразделения, как те, кто занимается и такими серьезными технологиями военными в области беспилотной авиации, в области артиллерии, контрбатарейной борьбы и так далее. Но у меня, скорее всего, был вопрос к вам как к писателю. Вот, может быть, в этой части какие-то есть соображения и контакты с людьми? Писателя у меня следующий вопрос. Он касается смычки, собственно говоря, театра и современной литературы, в том числе современной актуальной литературы, посвященной в том числе теме СВО. Потому что во все времена русский театр был не только хранителем традиции, но и местом непосредственной реакции на самые болезненные, самые злободневные темы. Я напоминаю, что и Островский в XIX веке, и Чехов, и Горький, когда писали свои драмы, они ставились немедленно. И даже Михаил Афанасьевич Булгаков в сталинские времена. Вот сегодня у нас не все так просто. И театр львиную долю времени посвящает осмыслению прошлого. И мне хотелось бы в свете выступления моего коллеги Иванова, чтобы у Российского союза писателей, у наших драматургов был один театр, где мы сможем ставить те пьесы, которые касаются сегодняшнего дня и которые пишут сегодня в живом режиме наши коллеги. Вот у нас только в Москве 90 театров. Если бы у писателей был один свой театр, это, конечно же, существенно облегчило наши заботы. Но, кроме всего прочего, мой опыт работы в театре – это еще и место встречи тех ребят из числа военнослужащих, которые имеют отношение к культуре, которые возвращаются. И вот у меня в Амхате была такая история. Ребята приходили, у нас собирались, мы проводили дни рождения Александра Захарченко, нашего командира, ну и так далее. Вот, в общем, я хотел бы попросить рассмотреть вопрос театра для писателей. Спасибо. Хорошо, спасибо большое. Мы с вами знаем хорошо, что столько государственных, муниципальных, региональных театров, как в России, нет ни в одной стране мира. Просто нет нигде. Там везде практически частные театры. Ну, за редким исключением, за исключением каких-то мировых грантов. Там. Вот. Ну, надо посмотреть, тем не менее, подумать надо. Я поговорю с коллегами. Насколько можно что-то профилировать, может быть, там. Надо подумать на этот счет. По поводу того, что у нас какие-то сложности, я первый слышу с постановками современных авторов, но это связано не с государственной политикой. Уверяю вас, честно, ничего подобного нет. Вот вы скажете, во все времена можно было ставить легко. Ну, нелегко, а по-разному было. Значит, помните известную шуточку, да? Везде говорят, вылетит слово не поймаешь, а у нас догонят, поймают и посадят. Так? Вот это было в нашей истории и довольно часто, и во времена Николая I, и там
там батюшка Тихон будет сейчас защищать Николая I, но там было в эти времена, и запрещали как раз, и все это делалось. Поэтому мы должны все это просто учитывать. Все должны учитывать, и если чего-то не хватает, я исхожу из того, что вы говорите, что есть, конечно, что вы чувствуете, то надо здесь посмотреть, что сделать для того, чтобы все функционировало должным образом. Я попрошу, конечно, коллег, они меня слышат, присутствуют тоже на нашем мероприятии. Попрошу тогда на это отреагировать. Спасибо, коллеги. Спасибо. Кто еще? Да, благодарю вас. Коллеги, кто еще хотел бы что-то сказать по темам наших обсуждений? Пожалуйста, Артем Геннадьевич. Артем Геннадьевич. Здравствуйте, уважаемый Владимир Владимирович. Здравствуйте, уважаемые коллеги. В продолжение темы сохранения памятников архитектуры я бы хотел обратить ваше внимание на вопиющие преступления, которые сегодня совершаются боевиками киевского режима и их пособниками против нашего культурного наследия на территории Курского приграничья. Речь о целенаправленном уничтожении, разграблении, осквернении объектов, которые веками хранили память поколений, историю и душу нашего народа. 6 августа 2024 года, в день вторжения ВСУ в Курскую область, первый же танк, пересекший нашу границу, открыл огонь по, очевидно, не военной цели, по Белогорскому Николаевскому монастырю. Святыня, расположенной в местечке Горналь, основанной еще в 17 веке. А совсем недавно, 14 марта, отступая из Суджи, оккупанты нанесли целенаправленный ракетный удар по зданию Суджанского краеведческого музея, памятнику архитектуры 19 века. К несчастью, под обломками здания погибла смотритель музея Алла Александровна Андреева, женщина 66 лет, проведшая 7 месяцев в оккупации. Вместе с музеем, вероятно, утрачены бесценные археологические артефакты. Это свидетельство существования в Нижней Судже раннеславянской цивилизации 6-7 веков. Они либо похищены врагом, отступившим, либо погребены под руинами здания. Совместно с Национальным центром исторической памяти, Всероссийским обществом охраны памятников истории и культуры и правительством Курской области сейчас формируется белая книга разрушенных объектов. Зарегистрировано 49 атакованных памятников архитектуры, и, к сожалению, список продолжает расти. Каждая строка в белой книге – это одновременно и боль, и призыв к действию. Но есть и надежда. Вокруг этой проблемы объединяется наше российское культурное сообщество. Так, при поддержке Российского военно-исторического общества, Министерства культуры России, федеральных музеев, деятелей культуры, таких, например, как мои коллеги по совету Игорь Матвиенко, Игорь Крутой, собираются средства на восстановление мемориалов Великой Отечественной войны, пострадавших памятников архитектуры, музеев. Верующие Русской Православной Церкви готовы внести свой вклад в святое дело восстановления разрушенных храмов. Об этом мы говорили на недавней встрече с Святейшим Патриархом Кириллом. Сейчас, Владимир Владимирович, по вашему поручению формируется государственная программа восстановления пострадавших территорий. Хотел бы попросить, чтобы в рамках этой программы отдельное внимание было уделено восстановлению пострадавших объектов культурного наследия и учреждений культуры. Владимир Владимирович, в Великую Отечественную войну Чрезвычайная государственная комиссия уже с 1942 года документировала злодеяния фашистов, в том числе факты уничтожения культурного наследия народов Советского Союза. Собранные свидетельства, как известно, легли в материалы Нюрнбергского процесса. Так и сегодня удары по нашим памятникам – это не только война с историей России, с русской культурой и памятью, но и умышленное преступление против мирового культурного наследия. Прошу вашего поручения установить все факты подобных преступлений, а также придать их международной огласке, чтобы весь мир в очередной раз увидел истинное лицо неонацизма 21 века. Что же касается Курской области, то за 1,5 месяца работая в регионе, я смог лично убедиться и в силе духа, и в несгибаемой твердости курского характера, и, главное, в беззаветной любви жителей пограничья к родному краю. Здесь никто не сомневается в скорейшей победе, восстановление разрушенных территорий, и временно покинувшие свои дома люди больше всего на свете хотят вернуться домой и сделать для этого все возможное, дело чести для нас. Спасибо большое за внимание. Артем Геннадьевич, прежде всего спасибо вам за то, что вы подняли эту тему. Спасибо за вашу работу в качестве заместителя председателя правительства Курской области. И уверен, что мы все восстановим. На это будут выделены все необходимые средства. И те люди, которые там живут, мы их, безусловно, не оставим без внимания. Вы знаете, по поводу решений, которые были приняты
в отношении соответствующих выплат. Но та тема, которая вами поднята, она должна быть рассмотрена отдельно. С этим, безусловно, я полностью согласен. И, к сожалению, после того, как наши войска, ребята наши, выбивают противника из населенных пунктов, уходя, они разрушают объекты и промышленности, и энергетики, и культуры, но и даже когда уже выходят, уже бьют целенаправленно по объектам культурного наследия и по духовным центрам. Вот совсем недавно мне военные докладывали, несколько десятков снарядов положили в одну из церквей. После того, как вынуждены были бежать из населенного пункта. Но все эти злодеяния, безусловно, фиксируются Следственным комитетом, Генеральной прокуратурой, и все, что можно будет сделать для того, чтобы покарать этих преступников, мы, безусловно, будем делать. А некоторые уже оказываются в наших руках и преданы суду. Так и будем дальше поступать. Но предусмотреть восстановление этих объектов культуры, безусловно, нужно заранее. Обязательно это будет одним из пунктов поручения, которое будет сформулировано по результатам нашего сегодняшнего обсуждения. Спасибо. Пожалуйста, кто еще? Да, прошу вас. Владимир Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Да. Зрители сегодня очень активно, как вы и отметили, они посещают концерты, спектакли, театрализированные шоу. Но есть объективные ограничения. То есть мы как бизнес открыть 20 новых площадок или реновировать сможем за 10 лет. Если бы у нас была возможность пользоваться субсидированием кредитных линий, то это можно было бы, таких цифр можно было бы достичь за 3 года. И речь не только о строительстве с нуля, что само по себе достаточно долгий процесс, но и о реновации существующих объектов. Все пути решения очень простые. Предоставить бизнесу возможность брать кредиты по таким же льготным ставкам, какие даются на строительство гостиниц, к примеру. Для этого есть уже и законодательная база, и этот механизм работает. И в этом случае бизнес будет сам строить такие объекты, ими управлять, и это и экономия для бюджета на этапе строительства, а дальше на этапе содержания этих комплексов. Также мы просим рассмотреть включение объектов театрально-концертного назначения в перечень обязательных объектов для комплексного развития территории, о чем вы говорили уже сегодня, так называемое КРТ. Когда сегодня создается план развития территории, туда закладываются очень важные и, безусловно, необходимые объекты поликлиники, школы, садики, но никто не учитывает в жилых кварталах учреждения культуры, театры, концертные залы. Этим также можно загрузить застройщиков. На мой взгляд, вот эти 2 шага, реальных шага, они позволят строить новые учреждения культуры, не создавая при этом дополнительную нагрузку на бюджет. Мы со своей стороны готовы быть движущей силой и развивать отечественную культуру, и внедрять инноваторские подходы. И в данном случае мы просим не денег, а предлагаем инвестиции в будущее индустрии. И развитие концертных и театрально-музейных площадок – это и рост экономики, и новые рабочие места, и доступная культура, и качественный зрительский опыт, о котором говорили коллеги до этого. Спасибо. Софья Тристановна, так можно сделать, конечно. Может быть, это не будет, точно не будет нагрузкой на бюджет, но это будет нагрузка на граждан, конечно, потому что подрядчик, он всегда все в конечном итоге закладывать будет в конечную цену квадратного метра жилья в том или другом микрорайоне. Но все это, тем не менее, можно посмотреть на это. Да? Что касается того, почему не закладывается это строительство в комплексный план развития территорий, ну, видимо, до сих пор считалось, что это без этого можно жить. Без поликлиники, без детского сада нельзя, а без объекта культуры, без концертного зала можно куда-то поехать, там, послушать музыку или посмотреть спектакль не в своем микрорайоне, а где-то в центре города. Но я не могу с вами не согласиться в том, что на это нужно обращать внимание. И нужно
подумать над тем, как к этому подойти. Может быть, там не в одном микрорайоне, где-то там делать на несколько микрорайонов. В общем, это точно совершенно то, над чем надо подумать. Так что вам большое спасибо. Пожалуйста. Все? Да, прошу. Да, прошу. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Юлиана Слащева, «Союзмультфильм». Я хотела поговорить о развитии отечественной анимации в интересах наших детей. И буквально два слова о «Союзмультфильме», который в 2016 году был практически банкротом. На студии работало 30 человек. Выпускался тогда 1 час анимационного контента в год. А ежегодная выручка составляла 80 миллионов рублей, и денег катастрофически ни на что не хватало. Сегодня «Союзмультфильм» – это крупнейшая анимационная студия страны. У нас работает 800 человек на наших проектах. Мы производим 20 часов анимации в год. И выручка выросла больше, чем в 20 раз за эти 8 лет. А вышедший в 2022 году кинофильм «Чебурашка», созданный при участии «Союзмультфильма», стал абсолютным рекордсменом проката. Это говорит о том, что огромный интерес, конечно, к нашему детскому кино и к детской анимации есть. Но надо сказать, что таких успешных и крупных студий в стране очень немного, и поэтому почти нет возможности для развития внутренней конкуренции, которая рынку очень нужна. По итогам встречи с анимационных продюсеров с вами, Владимир Владимирович, в 2017 году «Союзмультфильм» получил серьезнейший новый импульс к развитию, а вся отрасль получила налоговые льготы, инфраструктурное развитие и серьезную поддержку экспорта, которая до сих пор нам очень помогает в работе с дружественными странами, и очень много анимационная отрасль продвигает и продает в эти страны. Благодаря этой поддержке отрасль выросла за последние 7 лет в объемах в качестве производства. Сейчас в стране работает более 70 анимационных студий, большинство из них небольшие, но растущие. И рост идет, но не теми темпами, которыми хотелось бы. Например, в 2024 году в прокат вышло всего 8 полнометражных отечественных мультфильмов и 60 иностранных. Это при том, что к нам сейчас не идут американские фильмы и нет мейджоров. Все равно преобладают иностранное анимационное кино. При этом в США, Китае, в Южной Корее, где развиты очень анимационные рынки и где много крупных анимационных студий, конкуренция острейшая, внутренняя. И это позволяет им насыщать внутренний рынок собственным контентом. Российской анимационной индустрии сейчас объективно не хватает финансов для расширения объемов производства, а без этого о конкуренции на внутреннем рынке говорить невозможно. Если мы не будем активно развивать свою отечественную анимацию, значит, мы будем продолжать смотреть, и наши дети будут продолжать смотреть иностранную. Чтобы этого не произошло, мы как отрасль предлагаем 2 конкретные меры. Это закрепить ежегодные совокупные объемы государственной поддержки анимации, своего рода квоты, в размере 20% от общего государственного финансирования кино, потому что сегодня это составляет порядка 6-7%. И второе – это направлять 10% средств, получаемых от кинопроката иностранного анимационного контента, то есть иностранных анимационных фильмов, в фонд кино на поддержку отечественной анимации, то есть целевым образом на поддержку. Мы проанализировали, эта практика уже есть в мире, это вполне себе, то есть нас нельзя обвинить в том, что это не рыночная мера. Например, она существует во Франции, и там работает, когда отчисления от иностранного кино идут в пользу поддержку отечественного. Обе эти меры могли бы существенно поддержать дальнейшее развитие нашей индустрии. Спасибо. Да, значит, я смотрю, у нас от Минфина здесь никого нет, но вот это такая окраска поступающих денег, она, в принципе, Минфином не приветствуется. Но мы, тем не менее, поговорим. Я говорю о 10% от проката иностранного анимационного кино на нужды нашего анимационного кино. Как правило, вот такая окраска не поддерживается. И не всегда то, что происходит во Франции, является для нас хорошим примером. Я думаю, что с этим вы тоже согласитесь. Но вот квота на 20% от всего, что направляется на поддержку кинематографа, это в принципе, ну почему нет? Надо Ольгу Борисовну спросить. Ольга Борисовна. Владимир Владимирович, спасибо большое. Действительно актуальная очень тема развития анимации в нашей стране. Нам самое главное, чтобы 20% было хороших проектов. Я уверена, что экспертные советы и фонды кино, и Министерство культуры с радостью отдадут и больше средств на развитие отечественной анимации при наличии достойных проектов. Как только появляются хорошие зрительские проекты, которые приводят детей и родителей, и все семьи в кино на праздники,
сразу же эти проекты получают поддержку. Как только проекты слабые, конечно, эксперты голосуют против, чтобы это не приводило к созданию аудиовизуального контента, который будет вызывать отторжение, раздражение и порой даже возмущение у зрителей, которые приходят всей семьей, опять же, в знаковые для нашей страны даты. Поэтому мы будем заниматься развитием, мы много для этого делаем, и дебютов, и по вашему поручению поддерживается авторская уникальная анимация в нашей стране в рамках работы Фонда кино и в рамках работы Министерства культуры. Поэтому мы все посчитаем, с вашего позволения, и все актуальные данные просто представим в качестве доклада. Да. Юлиана Юрьевна, видите, вот только я вас и поддерживаю. Мне в принципе, ваше предложение нравится. Вот, надо внимательно посмотреть, потому что вот Ольга Борисовна сейчас сказала, хорошие инициативы поддерживаются. А кто определяет, хорошие или нет? Только зритель. А зритель как может определить? Когда в прокат вышло, правда? А так как определить-то? Никак не определить. Вопрос, Ольга Борисовна, вопрос, деньги есть, значит, тогда они будут делать фильмы анимационные. Если нет, так и нет. Как определить-то, хороший или нехороший? Ну, когда представляется проект и история, и сама концепция того, как анимация будет выглядеть, конечно, профессиональная команда, которая отбирает любые проекты, мы видим полностью вплоть до того, насколько он будет востребован в прокате, конечно, это очевидная совершенно работа экспертов, ровно как и речь о любых других жанрах, и спортивной драмы, или патриотического кино, или того же детско-семейного. Поэтому мы просто ждем в первую очередь больше проектов на конкурсы и в Министерство культуры, и в Фонд кино. И надеемся, в какой-то момент их достойное количество будет, мы достигнем тех самых 20%, о которых сказала Юлиана Юрьевна. Ну, так она просит эти 20%, исходя, видимо, из того, что у них есть эти проекты. И, Юлиана Юрьевна, они есть у вас? Для справедливости ради я должна сказать большое спасибо и Министерству культуры, и Фонду кино. Действительно, проекты анимационные поддерживаются, и авторская уникальная анимация поддерживается. Нам кажется, что мы можем больше, да, что индустрия может предложить и Фонду кино, и Минкульту больше проектов, если мы будем понимать, что больше средств будет выделено на анимацию. То есть сначала деньги, а вечером уже проекты. Ну, да? знаете, в нашей работе, и здесь мои коллеги по кино не дадут соврать, development проект, то есть разработка проектов, извините за использование иностранного слова, разработка проектов самое дорогостоящее. Вот то самое сценарии и все первичные разработки персонажей, героев, сделать так, чтобы появились новые герои, они все время использовались старые, это самая дорогая часть. А ее мы должны, конечно, сделать до того, как мы получили первую поддержку. Ну вот. И 10% от проката иностранных этих фильмов тоже, я подумал. Ольга Борисовна, поработайте, пожалуйста, с Минфином, потом скажите мне, какой результат, ладно? Он такой, конечно, ну, на первый взгляд, кривой способ, французский, но работает там. Да, ну серьезно, но работает. Они защищают свой рынок. Да, свой рынок очень жестко защищают. Ну и в целом неплохо. Работает неплохо в целом. Но надо поработать обязательно, да, Ольга Борисовна, с Минфином? Обязательно все подготовим. Спасибо. Да, и вот эти 20% тоже. Вот Юлиана Юрьевна правильно говорит. Деньги есть, ну тогда они представят вам что-то. А денег нет, как они могут разрабатывать? На что? Приходить просто с идеей? Да. Пожалуйста. Да, давайте мы это тоже в проект поручения проработаем. Так, пожалуйста, кто еще, коллеги? Все? Можно мне? Да. Иванович Петровский. Да, пожалуйста, Михаил Борисович. Можно? Иванович, сегодня музеи приобретают огромное значение во всем мире, не только у нас. Это такие мосты, это строящий новый мир, строится на музеях, потому что музеи везде воспитывают чувство собственного исторического достоинства, понимание истории и у нас, и во всем мире. Но у нас особенно, и я люблю повторять, уже всем надоел, с тем, что лучшим учителем патриотизма является военная галерея Зимнего дворца.
И не только сама по себе, но всей своей историей и всеми теми церемониями, которые мы сегодня, Эрмитаж, в них проводит. У нас есть традиционная тема такая, называется «Героическое прошлое русского народа». Мы делаем каждые 20 лет такие выставки. И развивая эту тему, мы сегодня, по вашему указанию, ведем работу по увековечению памяти, светской памяти святого Александра Невского. В здании на Васильевском, на Стрелке Васильевского острова, на бирже, будет создан, можно сказать, разрабатывается зал памяти Александра Невского. Это самый большой зал в Петербурге, это будет самый большой торжественный зал в Петербурге. Он совместит в себе 3 формата. Это пространство для торжественных современных церемоний, такой плац. Это символическая экспозиция батальных картин, знамен, военных атрибутов, в которых запечатлена историческая история, исторические победы России, вот в такой же традиции, как в парадных залах Зимнего дворца. И третье, такой шатер для массовых мультимедийных представлений. В общем, получается такое элегантное решение, которое стало результатом совместной работы и нами, Эрмитажа, с Татьяной Алексеевной, с Ольгой Борисовной, с Министерством культуры, с Российским историческим обществом, Российским военно-историческим обществом, при этом не поступаясь, очень важно, суверенной ролью музея, ответственно хранящего исторический образ России. Очень важный пример такого взаимодействия музеев, власти, когда нам нужна поддержка власти, не просто, так сказать, строгие проверки безумные, а поддержка. И чтобы ее дальше развить и сотрудничество, мы в Союзе музеев России недавно приняли очередной, вы видели наши прежние манифесты, он называется «Манифест музей прямо сейчас», 2025 год. Он рожден, собственно, ощущениями нашего общества, такой ориентир сообщества музейного. И исходя вот из этого опыта музейного сообщества, мы предлагаем разработать национальную программу развития музеев России до 2030 года, которая включала бы в себя: первое – внедрение всероссийской системы реставрации предметов музейного фонда. Острейшая проблема – можем не сохранить наши коллекции без этого. Второе – создание федерального фонда страхования и транспортировки музейных экспонатов. Без этого в нашем огромном пространстве России мы не сможем вот осуществлять то единство музейного пространства, которое на самом деле есть. Третье. Формирование и развитие кадрового резерва работников музеев и реставраторов с участием музейного сообщества. Это у нас иногда бывает, иногда нет. Четвертое. Это разработка качественно новой системы оценки успешности деятельности музеев. Это очень важно, потому что машинная логика, которая сейчас употребляется, она очень часто приводит к такому цунами буквально бюрократических вопросов, ответов, и теряется часто суть, что такое на самом деле успех. Пятое. Это совершенствование системы льгот при посещении учреждений культуры. Напомню, у нас нет государственной системы льгот, нет системы компенсаций, но есть потребность в льготах и постоянное, так сказать, требование этих самых льгот. А есть методы решения, Пушкинская карта – прекрасный метод решения. Вот по всем этим вопросам Совет музеев России подготовил конкретные предложения. Они будут переработаны, обсуждены на президиуме нашего Совета Союза музеев и направлены в правительство Министерства культуры как предложение. И я бы просил вас, Владимир Владимирович, поддержать вот эти наши предложения. Они все, так сказать, вымучены многими годами. Много из того, что я сейчас говорил, вы слышали много раз от меня на этих самых встречах. Спасибо. И я передаю манифест и текст. Да. Михаил Владимирович, ну пришлите мне, пожалуйста, тоже, ладно, чтобы мы могли учесть это поручение по результатам нашей сегодняшней работы. Хорошо, спасибо. Я передаю манифест и текст, и завтра пришлю еще раз. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Борис Яковлевич, такой порядочный человек сидит и молчит. Хотя мог бы, наверное, сказать по поводу того, что театр-то как бы обещали, но пока чего-то его не видно. Борис Яковлевич, что там происходит, что-нибудь, нет? Владимир Владимирович, ну, не хотелось бы портить настроение, которое сегодня не хотелось бы, но прошу вас еще раз обратить внимание на эту проблему. Эта проблема не моя личная, это проблема нашего города, в котором синий рабочий забор стоит уже больше 20 лет на таком месте. Вот все. А у меня еще много каких-то интересных идей, которые в следующий раз я обязательно с вами поделюсь по поводу балета, по поводу нашего образования балетного и так далее. Спасибо. Прошу. Благодарю вас. Спасибо. Мы с вами свяжемся, поговорим еще, ладно? Спасибо. Пожалуйста, коллеги, кто еще?
Все. Будем завершать. Я хочу вас поблагодарить всех за сегодняшнюю совместную работу. Мне кажется, она была и полезной, и интересной. И обязательно по результатам нашей сегодняшней встречи и обсуждений мы подготовим с коллегами соответствующие поручения и в правительство, и в различные другие структуры. Я попрошу Владимира Ростиславовича этим заняться. Владимир Ростиславович, все, что сегодня обсуждалось, пожалуйста, попрошу вас обобщить и представить мне на утверждение. Всем большое спасибо и еще раз с праздником. Всего хорошего.